Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники», и вы знаете, что здесь мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Образовательная система. К этой отрасли, кажется, всегда есть претензии, вопросы, у этой отрасли много проблем, ну и не без успехов, конечно, живет образовательная система Республики Молдова, да и Гагаузии в частности. Но сегодня мы с Элиной Карамид решили поглубже погрузиться и узнать, как живет образовательная система Гагаузии, какие есть вопросы, проблемы. И мы очень надеемся на то, что нам удастся, может быть, раскрыть завесу того, что остается за кадрами, что не видно нам, обычным гражданам. Надеемся, что будет интересный разговор, поэтому, друзья, вы оставайтесь с нами и, конечно же, ставьте лайки этим дискуссиям, если они вам нравятся, поделитесь с друзьями и предложите друзьям подписаться на наш канал, и сделайте это вы сами, если вы этого еще не сделали. Через несколько секунд здесь, в студии, мы начнем, а вы оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии директор теоретического лицея имени Николая Третьякова города Камрат Полина Пынтя. Полина Пынтя. Профессиональную деятельность начала с преподавания болгарского языка и литературы в Камратском теоретическом лицее имени Николая Третьякова. Впоследствии заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а затем возглавила это учебное заведение. Стаж педагогической работы – 20, а управленческой – 10 лет. В должности директора активно участвовала в разработке и реализации проектов, которые позволили значительно укрепить материально-техническую базу учебного заведения. Образование. Высшее педагогическое образование получила в Камратском государственном университете по специальности преподаватель румынского и болгарского языков и литературы. Второе высшее образование получила по специальности бухгалтерский учет, а также окончила мастерат в Камратском государственном университете. Награждена почетной грамотой президента Республики Молдова, грамотой посольства Республики Болгария в Республике Молдова, почетной грамотой Главного управления образования АТО Гагаузия, а также грамотой примарии муниципия Камрат. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Добрый день, спасибо за приглашение. Как ярко цвет пиджака Полины сегодня очень-очень стыкуется с цветом нашей передачи. Мы, конечно же, знаем, что ваш лицей на сегодняшний день является одним из самых крупных учебных заведений нашего региона. Но наверняка у вас много других достижений, и поэтому мы просим в начале нашей передачи коротко рассказать о вашем лицее. Да, мой лицей, как я уже говорю, мой любимый лицей, лицей имени Николая Третьякова, является даже не одним из самых крупных, но он является самым крупным. Мы вышли на первое место по численности учащихся. На сегодняшний день в нашем лицее обучается 917 учеников, 30, которые обучаются в 30 классах в комплектах. При проектной мощности 520 учеников. То есть мы практически переполнены в 2 раза. Как раз таки наоборот во всех учебных заведениях. То есть площади большие, а учеников мало. А у вас нестандартная такая ситуация. Да, средняя накопляемость по классам у нас 31 ученик. Ого. Так должно быть по нормативам, по стандартам или как? Нет. Не должно быть. А какие стандарты? Для того, чтобы провести определенные деления на языке, достаточно 25 учеников. У нас есть по 35 и по 36 даже. Есть самое большое количество учеников. У нас есть 36 в нескольких классах. Кроме того, что мы самый большой лицей, в нашем учебном, если я буду говорить о штатах, да, которые преподают и которые работают в нашем учебном заведении, в общей сложности у нас 92 человека, из которых 58 это педагоги, и остальные непедагогический персонал. Что касается учебное заведение, функционирует ввиду того, что мы переполнены, мы функционируем в 2 смены. То есть у нас есть первая смена и вторая смена. Во второй смене, в частности, в большей степени обучаются детки 2-4 классов.
У них поменьше уроков. У них поменьше, да, уроков, и мы можем здесь предоставить возможность, чтобы они не заканчивали очень поздно, да, вторую смену и уходили чуть раньше домой. Если говорить о результатах, да, нашего учебного заведения, ну, одним из важных результатов каждого учебного заведения это, наверное, получение диплома на степень БАК и сертификата об образовании за гимназический курс обучения. Ну, наше учебное заведение на протяжении уже 5 лет имеет 100% сдачу БАК. То есть нет провалов? Нет провалов, да, именно на степень на экзаменах на степень бакалавра. Это успех. Да, к этому успеху мы шли очень долго, и я надеюсь, что дальше будем продолжать в том же направлении работать. За это я хочу поблагодарить, наверное, весь свой педагогический коллектив, который и учащиеся, и родители, которые совместными усилиями мы достигли такого успеха в этом направлении. Что касается гимназического курса и экзаменов за гимназический курс обучения, мы все знаем, что прошлый учебный год немножко поменялась методология сдачи. Сложнее стало? Сложнее стало. Может быть, даже не сложнее. Просто мы в новых условиях стали сдавать экзамены. Над чем нам надо еще поработать для того, чтобы добиться немножечко других результатов. Как и во всех учебных заведениях Молдовы, не только Гагаузии, мы знаем, что есть учащиеся, которые не выдержали этот экзамен и не сдали на положительный. Поэтому и у нас мы являемся одним из тех учебных заведений, где тоже есть провалы в гимназическом цикле. Поэтому здесь мы проводим определенную работу, начиная с 1 сентября. А на чем базируются эти провалы? Причина основная, если она вам понятна уже, если идентифицировать? Там есть несколько причин, скажем так. Причина это и посещаемость, и мотивация учащихся, и мотивация родителей к тому, что дети должны все-таки готовиться, а не просто так приходить в школу и уходить из школы и не делать ни домашние задания. То есть в совокупности мы выявили, над чем надо поработать, составили план работы и очень надеемся, что что-то поменяется в этом направлении в лучшую сторону. Да. Вы знаете, у меня какой вопрос возник, слушая вас. Вы говорите, мы одно из самых крупных учреждений в Гагаузии. Вы знаете, я помню те годы, когда лицей, которым вы сейчас руководите, наверное, это были начало 2000-х, это был один из самых, я бы сказала, не то что проблемных, но был лицей, вокруг которого было очень много проблем. Здание нуждалось в какой-то реконструкции, мало было детей, нехватка кадров. То есть я, как житель Камрата, это слышала очень часто. А как случился вот этот вот переход в такое состояние, когда это один из востребованных, да, коль там самое большое число учеников, и в 2 смены работает лицей, и переполнены классы. Как это произошло? Еще нужно учесть, что в Камрате не один лицей, их несколько. Конкуренция. И был когда-то другой лицей самым большим. То есть как это случилось? Вот в чем главное? Ну, наверное, совместными усилиями не только администрации лицея, не только педагогического коллектива. Но здесь я хочу сказать, что была и есть на сегодняшний день поддержка со стороны нашего депутата Тарнавского Александра Георгиевича, который вовлекал учебное заведение в различные проекты для того, чтобы на обеспечение, материально-техническое обеспечение, да, на улучшение материально-технической базы лицея. Это тоже немаловажно. Сегодня родители, отдавая деток, они хотят в учебное заведение, да, они хотят, чтобы ребенок, придя домой, сказал, что у нас комфортные там условия, что у нас какие-то новые есть инновационные методы преподавания, нам нравится, как нам преподают, нам преподносят различными нестандартными методами, внеклассная работа, широкая, да, есть какие-то и вот это возможности в совокупности в партнерстве, скажем, да, с Примарией муниципалитета Камрат, которая тоже привлекает наше учебное заведение в различные проекты на обеспечение, на
облагораживания, да, материально-технической базы лицея. Это одно из составляющих. Кроме этого, наверное, план, который мы составили, да, в направлении для того, чтобы мы чем-то отличались от других учебных заведений. Интересно, а чем вы отличаетесь от других учебных заведений? Если к нам идут, значит, мы чем-то и отличаемся. Я хочу сказать, что касается каких-то проектов, да, в которых мы вовлекаемся, которые мы всегда отзываемся. Мы одно из первых учебных заведений, которые пошли на не очень популярные такое решение. Мы сократили в учебном плане, у нас был учебный план, пилотный учебный план сокращения русского языка на 1 час в сетке часов, да, и тем самым уменьшение на 1 экзамен при сдаче на степень БАК. Ваши дети не изучают русский язык? Они изучают русский язык на 1 час меньше, чем другие. А сколько вообще часов изучается? Извините, вы-то сегодня, да, вы коллеги. Я сижу между 2 мастерами, которые мастерски делают свое дело в образовательной сфере. У меня есть вопросы, которые, наверное, надо было бы знать, но я их не знаю. Вот, как? Ответьте, пожалуйста, как мы это сделали? Да. Ну, для того, чтобы прийти к этому. Русский язык я это имею в виду, да? Ага. Я понимала, что это не очень популярное было решение, но мне нужно было убедить коллектив вначале. Простите, я даже помню время. Это было при Софье Михайловне Тарлак, когда говорили о том, что в учебном плане можно менять все, что хотите, но не трогайте русский язык. Тогда я выступала за гагаузский язык, а почему гагаузский язык можно трогать, что-то сдвигать, и нередко, будучи депутатами Народного собрания, эту позицию защищали и в Народном собрании, когда некоторые директора решили, что можно объединить предметы гагаузский язык и история традиции гагаузского народа, предметы, на которые Кишинев выделяет отдельные финансовые средства. Но про русский язык говорили, что его нельзя сокращать. Как это удалось вам? При Софье Михайловне говорит Елена Федоровна, я переживаю, что зрители не поймут речь о бывшем начальнике управления образования Гагаузии. Софья Тарлак был такой начальник. Мы, наверное, здесь больше делали акцент на то, что, во-первых, наши дети перегружены и так больше находятся в учебном заведении, чем, допустим, дети с другой части страны, в национальных школах, где язык обучения является румынский язык. Но и самым большим, наверное, мотивом, да, или мотиватором для того, чтобы перейти на этот учебный план, это было уменьшение количества сдачи экзаменов, то есть на степень БАК. То есть наши выпускники имели право выбрать сдавать или гагаузский, или русский язык. Тем самым уменьшается количество сдачи бакалавра. Соответственно, больше детей выбирали гагаузский язык. Вот хотела спросить, выбирают ли больше выбирают, детей? Потому что, как правило, гагаузский язык, как бы мы там ни говорили, но детям легче было сдавать. У нас в школе еще и есть болгарский язык, то есть родной язык. У нас дети могут, если из русскоязычных семей, они выбирают изучение родного языка болгарский. Поэтому, наверное, таким весомым аргументом для того, чтобы перейти на этот учебный план, это было сокращение экзаменов. Вы знаете, какой у меня вопрос возник сейчас? Когда мы говорим что-то исключить русское, и всегда негативно, то есть я удивлена, что вы говорите, это не популярно, но мы это сделали, и это приняли педагоги, это приняли родители. Да, как это случилось? Нелегко. Потому что, в общем-то, всегда негативно. Тот момент, о котором говорит Полина Сергеевна. Иксафена, представьте себе, что дети в целом по Молдове по окончанию 12 класса сдают 4 экзамена. Так, дети, которые обучаются в автономии нашей и изучают гагаузский язык как родной или болгарский язык как родной, плюс дополнительно изучают русский как язык обучения, у наших детей 6 экзаменов. То есть ваши теперь сдают 5, получается. А все остальные школы в Гагаузии сдают 6. После того, как они увидели, что у нас это пошло, и я вам хочу сказать, что мало того, что это хорошо внедрилось, у нас увеличилось количество учащихся, которые хотели поступить в 10 класс, в лицейское звено, именно из-за того, что у нас меньше сдаются экзамены.
То есть это вот здесь мы поступили. увеличили, да, количество учащихся лицейского звена. Соответственно, на 1 час мы взяли с 1 по 12 класс. Мы везде сократили русский язык на 1 час. Соответственно, в младших классах тоже на 1 час меньше дети находятся в учебном заведении. Казалось бы, как, это не такое значительное, да, но все-таки здесь роль сыграл именно да. экзамен, но надо сказать о том, что у нас часов в любом случае больше в наших учебных заведениях. То есть если в молдавской школе 20 часов – это нагрузка на ребенка, допустим, 2 класса в целом по стране, у нас это 27-28 часов. А стало ли это примером для других школ и для скольких? Если у вас после нас, потом постепенно коллеги, директора стали созваниваться. Спрашивали у меня, как мы это все сделали так, чтобы заинтересовались и родители, и убедить педагогов. В общем, потихоньку они тоже стали внедрять и этот учебный план и у себя. Но некоторые учебные заведения брали не полностью вот с 1 по 12 класс, то есть они брали только лицейское звено. Сокращали только там, например, русский язык. То есть вы считаете, что это стало одним из таких привлекательных моментов для лицеистов, которые из других школ, завершив 9 классов, приходили к вам и заканчивали, а у вас увеличилось число учеников? Да. Более того, мы одни из первых, которые стали внедрять элементы многоязычного образования в образование в нашем лицее. Как это вот выглядит? У меня сейчас вопрос вот к вам, как человеку, как директору учебного заведения, который это внедряет. Вот положа руку на сердце. Считаете ли, что это эффективно и что это реально дает хорошие плоды? Я уже чувствую, что Елена Федоровна это не подходит. Я тоже это почувствовала. Я не знаю, я просто задаю вам вопрос, как человек, который это внедряет. Да, я хочу сказать вам следующее. Я еще до того, как здесь мы услышали под многоязычное образование в рамках одного проекта неформального образования, мне посчастливилось побывать в учебных заведениях Словакии. Мы поехали туда, я была в составе одной группы, и мы попали в 3 учебных заведения. У них там делятся на начальное обучение, среднее и high school. И вы знаете, я была удивлена, это было мягко сказано, когда мы попали в старшие классы, и дети не были готовы к тому, что мы придем, к ним придет какая-то делегация. Мы попали на обычный урок. Неожиданно, да. А у них была практическая часть урока, они должны были представить свои проекты, видео, какие-то там проекты. И тут мы заходим, нас представили, дети говорили на словацком языке. Когда сказали, что у нас нету переводчика, у нас был переводчик с английского языка. Когда сказали, что нету переводчика, и вот нам надо перейти, учитель был с ними, нам надо, ребята, перейти на английский язык, вы должны будете рассказать, что мы здесь делаем. И вы знаете, дети перешли свободно на английский язык. Они представили свои работы, что они готовились, как они готовились. И я сидела, и я себя поймала на мысли, что... И вот я задавала тогда вопросы, с какого класса они изучают английский. То есть как так дошли до того, что ребенок просто переключился, он готовился. У нас нету такого. Как бы мы там ни говорили. Да, наши дети тоже изучают с 1 класса, со 2 класса. Да, но чтобы свободно перейти и высказать свои мысли, общаться, еще и при чужих людях. И тогда я подумала, как было бы хорошо, чтобы вот так сделать что-то для того, чтобы наши дети свободно могли изъясняться на другом языке. И мы говорили тогда и с администрацией лицея, там тоже лицей у них был. И они говорят о том, что внедрение языка не только на языковых предметах, а на других предметах, но дает возможность понятно, обогатить, больше использовать этот язык. И тогда я, приехав оттуда, как-то я
подумывала об этом, но я не знала, как это все внедрить, потому что нужна была какая-то и база, и подготовка преподавателей, да, которые могут вести. Я взяла и вот это все внедрила, да. А потом стали говорить о вот этом внедрении многоязычного образования. Проблема в том, что мы не знали. Мы каждое учебное заведение, каждый педагог, более того, я скажу, наши педагоги это восприняли хорошо. Они восприняли это, но каждый из них, он понимал по-своему, как надо преподносить тот или иной предмет. Вы знаете, я вас слушая, сейчас подумала. Придумала для себя роль в этом нашем выпуске. Я буду родителем между двумя представителями образовательной системы, потому что очень много по обыкновению вопросов у родителей к образовательной системе, потому что они хотят, чтобы их дети были достаточно образованными, чтобы они эффективно использовали день и проводили бы его качественно и содержательно в школе. И вот у меня вопрос, как у родителя. Я сейчас родитель в кавычках, у меня нет детей, которые ходили бы в школы Молдовы и Гагаузии, но при этом всегда интересовал меня вот такой вопрос. Как дети наши изучают по 10 лет, а может быть и все 12, я уж не знаю, английский язык, к примеру, сейчас не говорю о гагаузском даже, и они все равно на этом языке не говорят, а говорят единицы. Вот как в этой системе так получается? Я вам скажу, почему так у нас получается. Потому что наши ходят дети... на дополнительные занятия. Да. Какие-то почему? И по всем языкам наши дети замечательно знают правила. Наши дети замечательно справляются с тестами, с контрольными работами. Потому что мы развиваем и обучаем их навыкам. Наша главная задача какая? Закончить учебное заведение, сдать бакалавр. И вот мы, начиная с начальных классов, мы их готовим к тому навыку, чтобы он мог решать эти тесты, чтобы у нас такая программа. Но, Полина, простите, а зачем сдавать английский язык, не говоря на этом языке? Я хочу сказать о том, что есть еще одна такая проблема. Да, некоторые посещают репетиторов. Другие ученики, в большинстве своем, допустим, в нашей сельской школе, у нас нет детей, которые посещали бы репетитора. Сколько часов в неделю иностранного языка? 2 часа. От 2 часов в неделю, когда ты изучаешь, кроме английского, гагаузский, румынский. Гагаузский уже изучают как не родной язык, как иностранный. Румынский изучают язык с нуля. Английский или какой-то другой иностранный изучают с нуля. То есть мне кажется, что вот та нагрузка, которая есть в школьной программе, очень много предметов, это перегруженные учебные программы, они не создают возможности ребенку очень тщательно изучать тот или иной язык. И сами программы, они рассчитаны не на то, чтобы развивать именно словарный запас. То есть они рассчитаны больше вот на выполнение определенных заданий. И зачем это надо? Задаюсь я вопросом как родитель. Дайте мне ребенка, который закончил 12 классов и говорит на английском языке. Каждый преподаватель по-своему преподает, и очень многие учителя ориентируют себя на то, чтобы научить ребенка говорить, владеть языком хорошо. Но здесь все-таки играет та составляющая перегруженность учебных программ. Но мы с вами сегодня намерены говорить и открыто просим и Полину нам в этом помочь, говорить о проблемах, которые есть в образовательной системе. Итак, мой вопрос родительский я подвожу к проблеме, есть она или нет. То есть, если качество преподавания и методика преподавания языка ориентирована на то, чтобы подготовить ученика хорошо сдать бак, но не говорить на английском языке, то как-то это не стыкуется одно с другим. То есть это какое-то очковтирательство, что ли? То есть что-то, может быть, в этой системе надо менять настолько, чтобы общения было больше. Точно так же, если мы вернемся сейчас с вами к гагаузскому языку, а мы с Леем Федоровной чуть больше знаем, что делается с гагаузским языком и какова реальная ситуация в школе и в детских садах, то дети не говорят, потому что нет среды общения. То есть, если уроки ориентированы на то, чтобы говорить, ведь большинство родителей гагаузов говорят, что я даже не могу помочь своему ребенку по гагаузскому языку, потому что очень сложная книга, прямо она очень сложная. Но так если мы, как государственные чиновники, которые придумали такие книги, которые очень сложные, то оттолкнуть этого ребенка от изучения языка гораздо проще, чем привлечь его. Что и происходит. Но здесь я хочу сказать по поводу, почему вернуться все-таки к многоязычному образованию, почему мы и берем
мы взяли предметы, которые, допустим, мы можем использовать в рамках этой программы. Мы взяли такие предметы, как развитие личности, которые не оцениваются. То есть у ребенка нет страха, что если он не будет говорить по правилам, да, и будет ошибаться. А на каком языке ведется этот предмет? Мы брали... Есть классные руководители, например, которые являются предметниками языковыми, да, читают румынский язык, читают английский, читают гагаузский язык. Они на том языке ведут это? Они на том языке ведут развитие личности, либо там духовно-нравственное в начальных классах, да, воспитание. Мы не говорим о том, что весь урок он ведется только на английском. Но есть определенные этапы урока, которые педагог для себя выделяет, что вот он может на этом этапе урока поговорить с детьми на гагаузском языке, например, да, в зависимости от темы. Если тема сложная, если тема, допустим, о здоровье, то там дети знают, имеют понятие, да, если нужно объяснить это на русском, какая-то более сложная тема, тогда учитель переходит на русский язык. Вы уже работаете по этому? Да. Сколько лет и каковы результаты? Мы работаем уже 3 года. 3 года работаем в рамках многоязычного образования. В рамках элементов, так я хочу сказать и выделить здесь, что это не полностью... То есть это пилотное что-то, да? Пилотное. Имеется в виду, что это не полный переход на такое обучение, это на каждом уроке определенные элементы. Не на каждом уроке, на определенном, который выбран вами, это элемент. Опять же, перевожу разговор. Но система образования строится на системе оценивания работы как учеников, так и учителей. Я сказала, что они выбрали предметы, которые не оцениваются. Я другое имею в виду, как у учителя. Оцениваете, есть как он работает. Итоговые тестирования, да, которые, допустим, в конце первого семестра педагог составляет план. Не план, составляет работу, где он может выявить, какие там были поставлены задачи, да, перед этим классом, перед теми учениками, что они должны были узнать за определенный период, справились ли они с этой задачей. Они разрабатывают свои тестирование и проверяют таким образом. Ну и на каждом уроке у них же есть тоже определенные задачи выучить там какие-то слова, какие-то выражения в данном направлении. Еще и в поддержку, скажем, да, изучения английского языка наше учебное заведение с этого года, у нас есть соглашение с Корпусом мира, и в этом году в нашем учебном заведении есть волонтер с Америки, который отправлен к нам для того, чтобы помочь нашим педагогам английского языка освоить лучше язык, преподавать английский язык для учащихся нашего лицея. То есть это помощь, ассистент? Да, как ассистент. Наши педагоги летом проходили определенные курсы, где волонтеры уже проживали здесь, в Молдове, они совместно их учили работать по нашему куррикулуму, по нашей программе. Насколько это интересно учителям? Или это из-под палки? Нам Нет, это надо, я вам хочу давайте. сказать, как они же работают с детьми. Да, он очень, у нас, не знаю, нам очень хороший попался волонтер, очень ответственный. И они сработались сразу с нашими девочками, и дети, у нас есть определенные классы, в которые он постоянно приходит на каждый урок, они делят свои обязанности, то есть на каком этапе говорит педагог, на каком этапе говорит ассистент, Кэмерон. И, к нему, наверное, можно обращаться и после уроков. Да, и он составил график. Вот сейчас он уже организовал клуб, где разных возрастных Я знаю, категорий. что очень эффективно молодежь оценивает эти клубы, и они посещают, им это интересно. Наверное, вот это и есть та изюминка вашего учебного заведения. И до передачи мы говорили с вами, что у вас не только волонтер, который помогает изучать английский язык, но у вас есть еще и волонтер, который проводит из Болгарии, который работает с детьми как хореограф. Да? Расскажите об этом. Да, у нас есть волонтер, это уже на протяжении нескольких лет. У нас был представитель один хореограф, госпожа Соня. Это был проект благодаря общине болгар в Гагаузии. Они нам помогли написать
ходатайство для того, чтобы нам выделили хореографа. И он у вас находится и работает с вашим Он у нас находится, да. Один уже хореограф закончил свои полномочия 4 года, и с прошлого года нам направлен уже по конкурсу, на конкурсной основе направлен другой хореограф, уже госпожа Марина Банкова. Вот сегодня буквально я говорила Елене Федоровне, что наши детки принимают участие в фестивале в Тараклии, фестиваль, где вот они мне отправили. А сколько детей вовлечены в это? И кто оплачивает работу этого самого концертмейстера, балетмейстера? Да, и его проживание здесь в стране нашей. Проживание, заработную плату, все оплачивает болгарская сторона. То есть наше учебное заведение не платит ни одной копейки на... Кроме того, мы принимали участие тоже в проекте совместно с посольством Болгарии. Мы принимали в проекте, в рамках которого мы приобрели национальные костюмы, болгарские национальные костюмы. И наши детки, когда выезжают куда-то, выступают, у нас есть очень красивые национальные костюмы. Значит, все понятно в вашем лицее с английским, ассистентом преподавателей, с болгарским, а с гагаузским? Ну, с гагаузским у нас тоже все хорошо. Ну, вот скажите, насколько все хорошо, потому что я делала одну из своих передач, была в вашем лицее, и увидела, что дети не говорят на гагаузском языке. И в школе я была на уроке, где преподаватель преподавал на гагаузском языке, и только 2 из всего класса, я об этом вот говорю открыто и с болью, по глазам было видно, что они понимают, не могут говорить, но хотя бы понимают, о чем говорит учитель, а остальные были безучастны. Но здесь не только это. И какая составляющая, простите, вы говорите о учениках, Кристина Федоровна, а здесь есть еще и составляющая, которую мы с вами до начала передачи чуть-чуть успели обсудить. Вы говорите о том, что все-таки уже стала возникать проблема с преподавателями гагаузского языка. Когда мы с Кристиной Федоровной и с Михаилом Николаевичем писали закон о расширении сферы применения гагаузского языка, мы понимаем, что такая проблема существует, мы предусмотрели в нашем законе дополнительную стипендию для тех молодых людей, которые получают это образование в Камрадском государственном университете, и такую финансовую дополнительную поддержку для учителей, которые придут и будут преподавать гагаузский язык в школе. Но вы сказали, что и в этой составляющей уже есть проблема. Я хочу к моему вопросу вас вернуть. Почему? Потому что, смотрите, Корпус мира финансирует и работает в школе один человек, который помогает с английским. А болгарское посольство и болгарская община – второй компонент. А для гагаузского языка и поддержки гагаузости и гагаузской среды что нужно? Куда обратиться? В какое-нибудь создать гагаузское посольство? И если не работает в самой Гагаузии, если не работает гагаузское правительство на то, чтобы это делать как надо? Ну, по поводу гагаузского языка, да, может, я буду говорить то, что не очень нравится, но действительно, и это не только в городе. Я разговариваю с коллегами, и я понимаю, что и в селе есть уже эта проблема, где дети, придя уже в 1 класс, не говорят, они не знают, как бы мы там ни говорили, что в садиках у нас программы, и что детки владеют, говорят, нету этого. И будем честными. И сегодня та возможность, которая есть в нашем учебном заведении, выбрать родной язык, болгарский язык, у нас есть и большие группы болгарского языка, тоже есть. И это тоже надо об этом говорить. Почему это делают? Я задаю вопрос, да, когда приходят родители, они пишут заявление. Один из вопросов, гагаузы, да? Да, один из вопросов, который мы задаем, родной язык, какой вы будете изучать, они говорят болгарский. Когда они говорят болгарский, задаем вопрос. Вы по национальности кто, почему вы выбираете? Потому что болгарский, он славянский, он легче нам. Потому что гагаузский до определенного класса мы еще можем помочь своим детям. Дальше мы не можем им помочь. Вот одна из проблем. А эта проблема обсуждается в образовательной системе Гагаузии? Эта проблема обсуждается. И сейчас же есть новая программа по изучению, где направлена больше на разговорную речь. Но если нет разговорной речи в наших школах на гагаузском языке, нет разговорной речи в детских садах, то откуда будет вот это вот... хотим сдавать экзамен бакалавр гагаузский язык.
получается, да, и дети, и я к чему веду, потому что, возможно, я не права, возможно, вам не понравится то, что я скажу, но пока мы будем... Но нам желательно, что все честно, нравится и не нравится, это уже... Пока мы будем принуждать и вынуждать детей знать правила гагаузского языка, знать там еще что-то вот так все из-под палки, не будут они знать, и не будут, и сколько бы мы ни доплачивали, и педагогам, и всем, не будет этого. Это должно начинать, желание знать свой родной язык должно начинаться в семье. Если в семье не говорят... Оно ушло из семьи, оно присутствовало в семье. Дети говорили на гагаузском языке говорили родители и бабушки, но ушел язык из семьи, наверное, по каким-то другим причинам, которые связаны не с семьей, а связаны с чем-то другим. О гагаузском давайте говорить. Мне так хочется к Полине задать очень много вопросов, которые не потому, что неинтересна тема гагаузского языка, мы о ней очень много говорим здесь с Леной Федоровной, и будучи депутатами, мы действительно много посвятили этой теме, и видно, что об стенку горох, тоже откровенно, простите, да, и в образовательной системе не все так гладко и не все так желанно по отношению к гагаузскому языку. Это тоже очевидно, и это не может признать только тот, который не хочет этого признавать. А говорить об этом нужно с другими, мне кажется, людьми, потому что сейчас с вами мы хотели бы больше говорить о том, что образовательная система сегодня Гагаузии претерпевает. Вот, допустим, я же сказала, что я тут как родитель придумала себе роль в этой передаче. Вот почему в образовательной системе проводятся вот эти линейки, патриотические линейки так называемые. Мне очень интересно это. Почему? Потому что что за этим кроется, что это дает, для чего это надо. Понятно, что это приказ начальника управления был издан после того, что она вернулась куда они ездили. Это была Москва, Россия, в общем, да. И вот придумали, что должны быть такие патриотические линейки. Расскажите об истории внедрения, эффективности и чего ради их надо проводить. Начнем, давайте так, я буду говорить за свое учебное заведение, да, каким образом у нас это все происходит, как мы у нас это реализуем. Да, действительно, был приказ, который мы получили в учебных заведениях. В рамках данного направления мы должны были проводить патриотические линейки каждую неделю по понедельникам на первом уроке. Когда я знакомила... Весь первый урок? Нет, там оговаривалось, я вот сейчас не могу точно сказать, там было сказано минут, да, вот я тоже помню, от 7 до 15 минут, что-то такое по временным рамкам. Каждое учебное заведение рассматривали у себя возможность проведения тех или иных линеек на ту или иную тему. Каждый исходил из своих каких-то возможностей. Надо сказать, что темы были обозначены. Да. То есть учебное заведение не выбирало темы. Были обозначены, предоставлялись сценарии, где были прописаны какие слова. И что там вам оставалось решать? Я не очень понимаю. Тема есть, сценарий есть, проводить надо? Нам оставалось решать, проводить, как мы можем проводить эти линейки патриотические в рамках своего учебного заведения. Говорю почему? Потому что начнем с того, что мое учебное заведение, как я и говорила, работает в 2 смены. Для того, чтобы... 2 линейки вам надо. Я должна была проводить 2 линейки. У нас вторая смена получается, что приходят не все классы одновременно. То есть они могут то есть у нас там есть плавающий, скажем так, график. Я каким образом должна была собрать всю школу и сделать эту линейку? Естественно, что я собрала коллектив, естественно, что мы собрались на админсовете, мы приняли определенные решения, исходя из той возможности, которая у нас есть. Простите, пожалуйста, а вы первоначально саму идею этих патриотических линеек одобрили? Или у вас не спрашивали, одобряете или нет? У нас есть приказ, скажем так. А что это? Армия? Это военная организация? Есть приказ, его надо выполнить, о нем нельзя высказаться, нельзя предложить, нельзя... Нет, я говорила с управлением, я задала вопрос, каким образом нам провести эти линейки. Потому что я в 2 смены. Как нам это сделать? Подумайте, решите.
Мы подумали, мы решили, ввиду того, что я 2 года назад установила аудиосистему по всему учебному заведению, у меня есть возможность, для чего мы это сделали, для объявлений, для каких-то поздравлений. То есть у нас есть каждый... Свое радио. Да, свое радио. Есть у нас предметные недели. В этих целях оно очень удобно, очень комфортно. И мы приняли решение, что для того, чтобы не выводить все учебное заведение, потому что на это тоже время. А надо было выводить по приказу? Там не было указано выводить, честно говоря. Но если линейка, она предполагает, что всех надо собрать. Должны выйти. Для меня линейка предполагает еще всех выстроить в линейку. Так вот, оно так и предполагает. Но здесь мы приняли свое решение, что мы будем эти линейки проводить онлайн. То есть мы можем сегодня говорить о том, что в Гагаузии многое из того, что просто спускается с Главного управления образования, не подлежит какому-то... Вы мне просто объясните, зачем эта линейка. Вот мне объясните, зачем она. Ну, там есть определенные темы, которые мы должны были поддерживать. Есть тема патриотизма. А что у нас был с патриотизмом? Тема Родина, там, есть тема родного языка, были темы, насколько я помню. А есть предметы, на которых эти темы патриотизма, родного языка? Да, на всех уроках, по всем дисциплинам, всем языковым урокам, русский язык, гагаузский язык, румынский язык и так далее. Все это изучается. И Елена Федоровна, убедите меня как родителя, почему моему ребенку эту патриотическую линейку навязали? Я высказала навязали? свое отношение по поводу этих линеек. Получается, что это регион, которые и так нагружены эти дети. Мы должны каждый понедельник тратить 15 минут это собрать детей, потом дети должны уйти. Более того, ту определенную тему, которую нам предлагают. Об этих всех вещах и о том, что такое Родина, мы говорим в школе. О том, что такое любить Родину, о том, что такое какие-то другие ценности. Мы об этом говорим. И нет необходимости собирать детей по понедельникам на 15 минут для того, чтобы что-то сказать, что написал тебе кто-то, спустил, и ты обязан это делать. Более того, я вам скажу, что и педагоги, которые каждый понедельник имеют первый урок, он теряет в одном и том же классе. Он теряет свой... время урока. Конечно. И они были... Это было учтено в том приказе или нет? Что должно было быть учтено? То есть это получается, что еще на 1 час занимает наших детей больше, чем дети должны были бы проводить время в школе? Кто проводил, если на час, я не знаю. Я говорю о своем учебном заведении, каким образом мы это решили, что это будет самый оптимальный вариант для того, чтобы не... Но у меня вопрос. Да, Стефана, я хочу сказать о том, что это в прошлом году это был приказ, но он перерос в одну из статей закона и, наверное, предусмотрен в одной из статей закона об образовании, который 3 ноября был принят Народным собранием Гагаузии. В этом законе статья 17 как раз-таки повествует о гражданско-патриотическом воспитании и, наверное, подразумевает вот эти вот линейки. Я хотела просто спросить, я читала о том в пояснительной записке этого закона, что закон был обсужден на публичных слушаниях и приняли участие педагоги всех учебных заведений и директора. Высказали ли какое-то отношение вот к этой статье или к другим статьям этого закона директора учебных заведений, учителя? Скажу так, да, действительно были публичные слушания, это были приглашены туда и директора, и педагоги. Я не была на этом публичном слушании, я говорю честно. Наверное, так волей случая получилось, что когда я должна была поехать, я ударилась на машине и не доехала. И, скорее всего, это был какой-то, я не знаю, возможно, почему так получилось, но... Там у меня какие были вопросы, но мои вопросы не дошли, потому что я не дошла. Были вопросы, там идет везде, говорится о родном языке, как гагаузском языке. У нас есть нацменьшинство, у нас есть другие национальности. Как я, как учитель родного языка, болгарского языка, естественно, что у меня вопрос, что с болгарским языком, что с... У нас есть в Ферапонтьевке учебное заведение, где...
украинский язык, да, что с ним? Ну, там была маленькая оговорочка, в которой было сказано там только о том... в 2 статьях есть маленькая оговорочка, а в основном все идет по гагаузскому языку. Гагаузский язык, я все понимаю, нет, да, мы живем в Гагаузии. Вы знаете, я очень внимательно читала, там сводилась эта мысль с гагаузским языком к тому, что в тех учебных заведениях, где, допустим, преподается на румынском языке, в Камрате Евенеску, в Вулканештак Лучафору, в Чадрунге есть классы с румынским языком обучения, что они тоже должны будут изучать гагаузский язык. К этому сводилось. А у вас есть вопросы к Кодексу Республики Молдова об образовании в отношении болгарского, украинского и другого языка? Там родной язык. Там идет родной язык. Ну, так здесь тоже, наверное, написали Нет, родной. там написан гагаузский. Я смотрела. А потому что гагаузский имеет самое прямое отношение к гагаузской автономии. Я не изучала закон настолько, насколько изучала Лена Федоровна, речь об этом законе об образовании, но я очень хорошо помню, что и увидим, какая будет судьба этого закона об образовании, принятого сейчас Народным собранием, потому что уже однажды закон об образовании принимали, потом его 5 лет спустя суд отменил. Сейчас я думаю, что это тоже какая-то пиар-компания была сделана вокруг того, что мы настолько хорошо прорабатываем, думаем и беспокоимся о развитии языка гагаузского здесь в автономии, вот целый свой закон приняли. Вот я хочу вернуть вас, если можно, на секундочку, это очень важно для меня. Вот приказ, который был издан, и, наверное, это же не единственный приказ, издается много приказов управления образования для того, чтобы школы, ну вот, сделали то или иное. Речь идет об этих патриотических линейках. Вот обсуждать то, что будет проводиться вот такое во всех школах, было предварительное обсуждение или просто приказ? Почему важно? Скажу это. Почему это важно? Если такие приказы издаются для проведения таких мероприятий, и нет вот этого открытого обсуждения в самом управлении образования при начальнике, его заместителях, не знаю, там, то тогда мне кажется, что эта система образования, такое управление, оно должно нас возмущать. Так не может быть. Ну, нас ознакомили, скажем так, на совещании с директорами. Нам было сказано, что вот так-то будет проводиться. То есть... Но любое новое нововведение, это целое нововведение в систему образования. Правильно я понимаю, если слушают нашу передачу, посмотрят нашу передачу представители управления образования, они скажут о том, что у нас административный совет, в который входят директора разных учебных заведений, входят работники, сотрудники управления образования. Мы обсудили, мы решили, что это хорошо, и то есть не без обсуждения. Они могли решить, но я же родитель, я вам говорю, я родитель. То есть меня, как родителя, не уведомили, что моему ребенку придумали еще 1 час, и на протяжении этого часа дети с учениками будут говорить о родине, а вы уже сами тут, 2 представителя образования, говорите, что об этих темах достаточно хорошо говорим мы в школе на других каких-то там уроках. Предметы, да, которые... А я хочу вернуться к закону об образовании. Александр Григорьевич говорил о том, написал, когда приняли этот закон, о том, что мы имеем право принимать свои законы здесь на территории автономии, но они должны вписываться в общую систему образования страны. Без консультации с Кишиневым и экспертной оценки такой закон может не пройти юридическую проверку и может быть отменен через суд. Закон об образовании должен объединять, а не разделять общество. На ваш взгляд, не обсудив этот закон, не предложив на рассмотрение Министерству образования и исследований Республики Молдова, Главное управление образования, Народное собрание Гагаузии осознанно шло на конфронтацию? Я думаю, что в одной структуре, что в другой структуре у нас работают компетентные люди, которые четко понимают, как должно быть и что должно быть. И опять-таки, издавая данный закон, наверное, нужно задать вопрос, цель какова была. Просто его издать, чтобы мы сказали, что вот мы сделали закон, мы его так закроем и положим его туда на полочку, зато мы это сделали. Либо действительно, чтобы закон работал. Если мы хотели, чтобы действительно закон существовал, наверное, было бы правильно согласовать, как бы мы там ни говорили, что бы мы ни говорили, но на сегодняшний день Министерство образования является вышестоящим органом для Главного управления образования Гагаузии. Нравится нам это, не нравится, но сегодня все трансферты, все финансирования... Живем в одной стране. Да, идут
Да, ну, мы начнем даже с того, что финансирование на заработные платы и на содержание учебных заведений у нас идут с Министерства Мне кажется, образования. это мало знают родители. Александра Федоровна, вы как родители у нас сегодня здесь. Мы, наверное, должны сказать из этой студии, что все финансовые средства для существования всех учебных заведений на территории автономии перечисляются из государственного бюджета. Если до этого года финансовые средства и на питание, допустим, да, мы говорили, что Гагаузия обеспечивает питание, то сегодня уже и Молдова до 9 класса, с 1 по 9 класс, они уже перечисляют средства на обеспечение питания и учащихся. В рамках нашего закона, который мы предлагали, остались 10 и 12 классы, они питаются за счет гагаузских средств. Да. Но опять-таки, как мы можем, ну, это если взять, допустим, да, вот в какой-то любой организации какой-то сотрудник взял, вот ему так захотелось, вот он взял без ведома своего начальника, он взял и сделал что-то такое. Ну, мы же не делаем так. Сегодня мы тоже взрослые люди, мы все понимаем, что пойдя на такой шаг, но они прекрасно понимали, что, ну, так это больше более, шаг политический, либо образовательный? В данном случае я не хочу брать на себя такую, но это мое личное мнение, что это шаг политический. Давайте здесь сделаем паузу, потому что подошло время. Мне очень хочется сказать один момент, на мой взгляд, почему не был этот закон направлен в Кишинев. Потому что одна из статей этого закона говорит о том, что здесь, на территории Гагаузии, этот закон позволит преподавать историю Гагаузии и историю Румынии, всемирную историю, объективно. У меня вопрос тоже здесь есть. Наши до сих пор что делали? Вот до сих пор историю не объективно преподавали? Вот если мы будем идти по этому закону, у меня и мои учителя мне задали этот вопрос, и родители, кстати, тоже задали вопрос, которые думают, хорошо, мы издадим здесь учебники истории свои, как они говорят, объективные. А когда придет время детям нашим сдавать экзамены в 9 классе, в 12 классе, тесты, кто будет составлять? Наталья Кристина. Вот. Наши дети получат тесты какие? И будет аннулирован экзамен? Или наши дети получат тесты с Кишинева, которые будут получать вся Молдова, и ребенок не справится, потому что он учился по другому учебнику? Кто в итоге страдает? Так вам задавали вопросы учителя и родители, и куда вы донесли эти вопросы? Ну, я никуда не донесла, потому что... А почему вы не донесли? Смысл? Потому что смысл, они же вам для чего-то задали эти вопросы. Вы понимаете, сказала, если людей это беспокоит, то это невозможно не сказать тем, кто это могу дать адрес, куда можно обратиться, задайте вопросы. А почему бы вам не сказать, уважаемый начальник управления, вот родители и эти людей беспокоят вот эти вопросы. Знаете, мне что кажется? Я хочу говорить об раболепии в образовательной системе. Громкое, но мне кажется, простите, пожалуйста, два педагога, сидящих в этой студии, громкое слово, но я очень часто, очень много вижу этого раболепия в образовательной системе. Давайте поговорим об этом после того, как мы попросим вас, Полина, ответить на наши короткие вопросы в нашей рубрике «Люди говорят, что?». Друзья, вы с нами, мы знаем. Подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, это помогает продвигать наш проект. Мы здесь в студии, и вы оставайтесь с нами, продолжаем. Люди говорят, что... Люди говорят, что директоров чаще выбирают не по профессионализму, а по лояльности. Ну, здесь я скажу, я не соглашусь, потому что вы, как моя коллега, вы знаете, на какой основе директор занимает должность директора. То есть есть конкурсная основа, в которой принимают участие все желающие, да, и они выдерживают определенные этапы и таким образом и становятся директором. Я этот вопрос согласилась задать зрительский вопрос, и потому что была свидетелем, как при вот этой системе, когда нужно избирать директоров по вот этим вот всем правилам, профессиональным качествам и так далее, когда люди избирают совсем по другим мотивам. Эта история связана была с одним из сельских лицеев, и находясь в зале, мы видели, как профессионализм отодвигали в сторону, и какие-то другие ценности становились во главу угла. То есть это
очень страшно для нашей образовательной системы, потому что только те люди, которые действительно подготовлены, могут что-то существенное в этой системе делать. Человек, который... А вы о таких случаях знаете, о которых говорит Елена Федоровна? Наслышан. Значит, имеет место быть. Следующий вопрос. Люди говорят, что в образовании много реформ, но оно по-прежнему не готовит детей к реальной жизни. Ну, здесь, наверное, частично можно согласиться. Можно, я хочу сказать, что не настолько все у нас так плохо. То есть сегодня мы так говорим, там у нас плохо, это у нас плохо, что нам сейчас делать? Мы еще о плохом не говорили, собственно. Все образование. Мы пока узнали, что у вас замечательный лицей. Да, действительно, нужно пересмотреть определенные программы для того, чтобы готовить, вот мы с Еленой Федоровной тоже говорили до этого, до передачи по поводу эстонской системы образования, насколько там действительно все проходит через жизненный опыт, Я тоже была и видела. И действительно, все по-другому. Возможно, нам надо рассмотреть какие-то другой вид образования других стран. Это не означает, что мы должны полностью перенять, адаптировать под нашу страну, под наш менталитет. Пора. Да. Сказала бы я, как родитель, пора. Люди говорят, что детей нужно с детства учить азам экономики. Это важный аспект их успешной дальнейшей жизни. Да, сегодня да. Учите? Я думаю, что настолько у нас папа в этом направлении дает азы. Ну и как бы дочка моя, у меня есть дочка, она, смотрю, очень даже преуспевает в этом направлении, потому что сегодня, являясь 11-классницей, она достаточно хорошо зарабатывает. И она это делает без моего участия, без папиного участия. А школа учит этим азам, навыкам? Школа у нас есть... В прошлом году, да, и в позапрошлом году есть экономическое образование, то есть, как там назывался, предмет курс по выбору, да, и учебные, и учащиеся могут взять как курс по выбору. Вот. Учащиеся взять могут, а есть ли компетентные специалисты, которые могут этому детям об этом рассказать, сказать? Ведь это же тоже очень важно. Недостаточно написать в графике расписания детей, что есть такая, надо, чтобы специалист. Вот то же самое я бы спросила про медиаграмотность. То есть дети могут выбрать медиаграмотность, да? А сегодня мы поняли, что очень многие проблемы в нашем обществе из-за отсутствия этой медиаграмотности у людей. Согласна. А кто преподает в школе медиаграмотность? У нас был этот курс. У нас преподавала Елена Георгиевна до своего декретного отпуска. И у нас мы участвовали даже в конкурсе. Мы заняли 3-е место по этой медиаобразование называлось. Журналист. Михайлова Макану. Да. Люди говорят, что нагрузка на детей, изучающих родной язык, очень большая, и с этим нужно что-то делать. То есть о перегруженности программ в школах с русским языком обучения, где изучается еще и свой родной язык. Да, это есть. Это действительно наши дети страдают, и не только в нагрузке часовой, но и, как я уже говорила, и что касается на экзаменах в 4 классах, наши дети на один экзамен, то есть на одно тестирование пишут больше, в 12 классе. То есть, это действительно есть. Возможно, недельная нагрузка больше на 8 часов, и, к сожалению, пока никаких результатов вот в этом направлении нет. Люди говорят, что молодежь не хочет учиться, так как не может реализовать себя в полученной профессии. Ну, я бы не сказала, что не хочет учиться. Речь о педагогах, да? Если мы возьмем о педагогах, Нет, вообще, наверное, о молодежи, которая Я понимаю этот вопрос, что речь... Я понимаю, как молодежь, которая не хочет дальше идти учиться. Если мы возьмем статистику, да, куда идут выпускники, но я вам хочу сказать, что наоборот показывает, что дети хотят учиться, они хотят. У нас показатели после 9 класса, процентов 80 идут в 10 класс, но есть дети в силу своих возможностей. Кто-то идет, продолжает в колледже, кто-то идет в СПТУ, то есть каждый выбирает свое направление. Но из 3 9 классов у нас было 72 выпускника, у нас только 3,
которые 2 уехали за границу, 1 остался дома. Остальные все поступили куда-то. Да, но после того, как они, допустим, получают свою профессию, вот там, насколько они потом себя в той профессии реализуют, молодежь, которая заканчивает высшее учебное заведение? Сегодня, хочу сказать, опять-таки, выпускники 12 классов, наверное, уже чуть-чуть по-другому выбирают свои профессии. Они уже... Я была классным руководителем прошлого 12 класса, и мы беседовали с ними, проводили беседы о том, в каких направлениях они себя видят. И сегодня я скажу, что выпускник отличается немножечко от того выпускника, который был, допустим, несколько лет назад. То есть сегодня дети стали более прагматичными. Сегодня дети стали понимать, что сегодня востребовано на рынке труда. И что они выбирают? Какие профессии? Они выбирают, связанные с IT-безопасностями, с IT-технологиями. Они выбирают медицину. Вот я вам хочу сказать, медицину выбирают, причем и у нас наши выпускники, есть 3, которые поступили на бюджет в медицинском университете. Баллы хорошие, значит. Баллы хорошие, да. И мы очень много выбрали технические профессии, инженерия. Вот у меня был реальный класс, в политех попало много деток тоже на бюджет, и есть и в энергетической сфере, да, есть в архитектуре. То есть... Здорово. Вот это как раз из того, что можно говорить о приятном и успешном. И последний вопрос. Люди говорят, что мир меняется слишком быстро, а школа слишком медленно. Здесь я соглашусь, и я всегда говорю о том, что наша система образования, вот, побывав в нескольких странах, да, и ознакомившись с их системами образования, мы действительно, как будто мы идем за детьми, да, то есть мы не... Мы их обучаем тому, что вот я опять-таки говорила, что мне мой ребенок сказал, зачем мне это нужно на это тратить 2-3 часа, когда я могу просто открыть, посмотреть, и это мне не нужно, оно не будет нужно дальше. Не обязательно сидеть целый урок, он это быстро посмотрит и нам услышит. Надо уже разрабатывать систему образования, программы, куррикулумы с таким учетом, да, что сегодня есть много дополнительной информации, на которую не нужно тратить время, как мы раньше тратили, сидя в библиотеках, да, и выискивали из каких-то источников какую-то информацию. Да, одним кликом сейчас эта информация находится, конечно. Мы экономим кучу времени, и детям надо преподносить тот материал, который действительно он будет сегодня им интересен и актуален, и, возможно, и тогда будет отношение другое. Вы знаете, мне одна учитель говорила о том, что иногда попадаешь в такую ситуацию, когда тебе студно перед учеником. Почему? Потому что ученик знает больше, чем ты ему можешь предложить. Бывают такие ситуации? Бывает такое, и особенно у меня во всем лицее мы установили интерактивное панно. То есть в каждом кабинете есть, и когда мы только их устанавливали, естественно, коллеги, которые более молодые, у которых вот эти есть гаджеты, они более быстрее с этими со всеми справлялись поставленными задачами по изучению этого интерактивного панно. Что касается коллег, которые более преклонном возрасте, им было, конечно же, сложнее, но я хочу сказать им огромное спасибо выразить за то, что они вовлеклись в этот процесс очень быстро. И сегодня у нас и учителя математики, и все работают на интерактивном панно. Я заказала вот на начало учебного года мел простой. И вы знаете, вот сегодня у нас уже ноябрь месяц. А доска есть для простого мела? Да, мы оставили на всякий случай. Мало ли, отключится свет. Раритет какой-то в классе должен быть. Бывают и такие случаи, когда нет электричества, и как-то что-то надо делать. И я вам скажу, что... То есть мел теперь вы не тратите? На это деньги можно не закладывать в бюджет учебного заведения? Знаете, ушло буквально 1,5 года. Давайте вернемся к теме, которой... У нас очень много, на самом деле, с Леной Федоровной еще вопросов к вам, поэтому давайте вот о том самом раболепии я хочу, чтобы мы об этом поговорили. Почему? Мы с Леной Федоровной
очень часто говорим об образовательной системе, потому что она напрямую связана и с любовью делает свою работу, я точно знаю, и каждый раз с большой болью говорит о тех вещах, которые ей как педагогу заметны изнутри. 10 лет она возглавляла лицей, этот лицей был одним из лучших, и она очень хорошо знала с точки зрения менеджера, да, что можно было, как можно было. И вот эти все проблемы, которые когда-то я раньше и сейчас меньше слышу от Лены Федоровны, мы часто, обсуждая что-то из образовательной системы, мы говорили о том, что сводили себя к мысли, ну какое раболепие. То есть, что значит раболепие? Сказали сверху, надо подчиниться. Поясню, чтобы было понятно и вам, и нашим зрителям. Предлагались какие-то законопроекты, которые успешно сегодня реализуются. Мы с Леной Федоровной стали свидетелями того, как директора школ командно приходили на заседание Народного собрания и убеждали, что не надо принимать закон о расширении сферы применения гогосского языка. О законе о питании детей? О законе о питании детей нельзя принимать. Вот мы тогда стали называть это раболепием, и я вижу, что из года в год этого раболепия меньше не становится. То есть нам звонили учителя и звонили директора школ после вот этих всех громких собраний публичных и говорили, мы понимаем, конечно, что это очень хороший закон, примите его, пожалуйста. Я вот была там, потому что нам сказали всем пойти, я ни слова не сказала. Ну, там говорили 1-2 директора, которым поручили что-то сказать. Но примите этот закон. Он очень нужен нашим детям. Дети действительно голодные. И вот у меня вопрос, ну как так получается, что самое главное ядро в любом обществе, и, в общем-то, всегда так считалось, что учителя – это такое ядро интеллигенции любого государства. Но как так получается, что учителя настолько раболепны перед системой, которая им говорит, причем перед системой политической, это исполком, которая говорит о том, что нельзя, вы все должны сказать, что вы против. То есть люди за, но они не могут сказать, что они за. И невзирая на это, закон принят, он работает. И все теперь, когда где-то нас видят, ой, спасибо, благодаря этому закону. Не нам спасибо. И мы никогда не сможем развиваться как государство, как автономия, если мы не будем честно называть вещи своими именами, будем вести себя корректно, но даже руководителю, начальнику будем говорить свое критичное мнение в отношении этого закона. Скажите, пожалуйста, вы это раболепие внутри системы чувствуете? Ну, наверное, есть моменты, которые я почувствовала в отношении себя. И, в частности, той ситуации, которая есть вокруг моего учебного заведения. Возможно, вы читали, я не знаю, раболепие это или что. Если, допустим, не согласен тот или иной руководитель, пусть это будет педагог. Учитель даже, рядовой. Да, если не согласен с мнением или с решением руководящего органа, это означает, что он за определенную ветвь, за определенную политическую партию. Да, допустим, если он против какого-то мнения, значит, он принадлежит какой-то политической партии. Почему так? Ну, в отношении меня. Я не буду сейчас говорить в отношении кого-то. Раскройте, как Если, как допустим, понять? я не придерживаюсь тех или иных взглядов, значит, я принадлежу партии ПАС. Значит, я там еще кого-то, я поддерживаю еще кого-то. Хотя за всю свою деятельность, за всю свою жизнь, скажем так, я не состояла ни в одной партии политической. И я всегда говорила, что я вне политики. Образование у нас вне политики. Начнем с этого. Я могу внутри души, внутри себя, да, кого-то поддерживать. Естественно, что я участвую в выборах и делаю определенный выбор в отношении той или иной политической партии. Ну, в отношении, это мое личное право, да. мнение, да, и это гражданская моя позиция. Но что касается того, что если, допустим, я там что-то кого-то не поддержала или встретила не того гостя, который должен был быть, допустим, да, значит, мне не дадут контрибуцию. Вы говорите, о какой контрибуции вы говорите? Можно подробнее? Об этом мы уже говорили неоднократно. Мы обращались неоднократно и в председателю распределения компонента, и Вы говорите о контрибуции, которая по закону положена? Да, мы участвовали. Наше учебное заведение, давайте начнем с самого начала. Наше учебное заведение принимало участие в проекте класса Витору, который был представлен данный проект Министерством образования. И в рамках данного проекта по
всем требованиям, да, инвестор, который предоставил технику, определенные составные мебель, части да, проекта. Да? У них было одно из требований, что мы должны были провести ремонтные работы в учебном кабинете, где будет проводиться все... Будет установлено это оборудование, которое вы закупаете в рамках уроки в рамках этого проекта. Мы со своей стороны... на какую сумму можно узнать этот проект? Значит, там получается 180 тысяч было предоставлено оборудование, которое мы заказывали, да, и на 30 тысяч были, 35, по-моему, тысяч, насколько я помню, была предоставлена мебель в тот учебный кабинет. А с нашей стороны было на проведение ремонтных работ, на составление проектно-сметной документации и технадзорной его Ну, это такое партнерство услуги, да, 246 тысяч мы потратили. Но по закону, по возмещению контрибуции должны были мы войти в для получения число тех учебных заведений, которые получат эти деньги. Да. Нас было из Гагаузии 5 учебных заведений, все 4 учебных заведения получили, 5-е учебное заведение не получило. Это Почему? наше учебное заведение. Вам как-то объяснили? Нам объяснили, как мне говорили, что денег нет. Вначале нам было сказано, что мы не успели своевременно отправить, хотя мы отправляли вовремя заявки. Да? Да. Даже если, как Елена Федоровна не даст соврать, даже если вовремя не отправили заявки, есть следующий этап, когда распределяются эти средства. В течение года, да? Да. Мы подали в следующий раз. Более того, мы подавали, это было с 2023 года. Тоже начинается. Да. А потом оказалось, что наше учебное заведение самодостаточное, у нас есть свои средства, и нам нет необходимости распределять эти деньги. Но закон об этом не говорит. В законе, насколько я помню, не говорит об регуляции. этом. Есть у вас ваши деньги или нет? Да. Закон назван законом о возмещении контрибуции. И тут, то есть для чего был создан этот закон, чтобы наши зрители нас понимали? Это немножечко другая составляющая, Ксения Федоровна. Вот о чем говорит Полина Сергеевна. То есть вы говорите о законе, принятом Александром Григорьевичем Тарнавским, закон о возмещении контрибуций, а для школ действует так называемый центральный компонент, который они делят между школами. Да. Как получается, что деньги поступают из Кишинева для того, чтобы финансировать деятельность всех учебных заведений. Из всех этих денег 3% собирается в один так называемый центральный компонент. И обязательно из этого центрального компонента до случая, который рассказываете вы, всем учебным заведениям, выигравшим проект, эти деньги возмещались. Да. Этот пример, о котором говорит Полина Сергеевна, это первый случай, когда из центрального компонента не были выделены средства для того, чтобы покрыть эти затраты. Секундочку, на объясните мне, пожалуйста, кабинета. Сейчас, объясните мне, пожалуйста. То есть из Кишинева эти деньги пришли в Гагаузию, они собрались в одном отдельном, условно назовем это, кошельке, который называется центральный компонент, по 3% от каждой школы, а потом школа, которая свои 3% сюда отдавала, она не может получить этот компонент, потому что... Но здесь есть одна маленькая составляющая, туда эти деньги собираются для того, чтобы поддерживать малокомплектные школы и так далее, и это понятно. Могут написать заявки в один год получают эти школы, в другой год те, но до этого случая не было такого, чтобы школа выиграла проект. Мы же понимаем, проект – это привлечение дополнительных небюджетных средств. И всегда говорили о том, что это как раз-таки есть средства мотивировать все школы участвовать в этих проектах. И это первый случай, когда из этого центрального То есть вы не получили школа эти деньги? Не получила. Но посмотрите, сколько лет прошло. И тогда у меня вопрос, я выше говорила о раболепии. Почему вы молчите? Мы не молчим. Что вы Они сделали? же дошли до этого офиса. Мы обращались неоднократно в управление образования раз. Потом... А недавняя заметка офиса народного адвоката, это об этой проблеме? Да, мы потом уже, у нас в составе админсовета есть представители родительского комитета. Мы с ним переговорили, он посоветовал, скажем так, да, как мы можем это все официально оформить, куда мы еще можем обратиться. Мы и составили письмо, куда мы можем обратиться и заявить об этой проблеме. Вопрос даже не столько в этих деньгах, вопрос в том, что в отношении к данному... Что мы такого плохого делаем, что нам
не выделяют то, что нам положено. Ну вот Александр Григорьевич Тарнавский вот что сказал по этому поводу. Это как раз, Александр Григорьевич, это как раз из-за него страдает этот лицей, потому что он очень много помогает. Да, сказал о том, что контрибуция лицею Николая Третьякова не была выделена намеренно. Из-за того, что лицей из округа депутата, который критикует Шора, и из-за директора школы, которая ведет конструктивный диалог с Министерством образования Республики Молдова. Это обычная месть. Жаль, что страдают дети. Вы солидарны с такой мыслью Александра Тарнавского? Ну, судя по тому, как все происходит, так оно и есть. Но оно так и есть. Ну тогда смотрите, скажите, пожалуйста, ваш лицей, который, как мы уже тут понимаем, очень много проектовых заявок пишет и выигрывает гранты, можете назвать, наверное, можете, какая сумма этих грантов, полученных за последние несколько лет, 2 года, 3 года? Сумма большая, я скажу честно, что мы не считали прямо, потому что приходит проект, реализуем проект. Если брать вот последние, пусть 2 года, даже может год, у нас есть совместно с Примарией тоже муниципий Камрад мы принимали участие в проекте GIZ, который был представлен GIZ. На средства, которые были выделены с этого проекта, был проведены ремонтные работы в санузлах учебного заведения. Также были оснащены кабинет информатики, кабинет химии и биологии. То есть там нет бюджетных денег? Там бюджетных денег нет. Там все было за счет внебюджетных средств привлечено. Дальше у нас есть проект, тоже в рамках проекта Digital Orange. Мы получили 3 больших кейса, чемоданы, которые были оснащены тоже планшетами. То есть это 30 планшетов, это тоже техника, которую используем мы для работы с учащимися. Кроме этого, в рамках проекта тоже организации People and Need совместно. Да, там на базе нашего учебного заведения был открыт центр по предоставлению образовательных услуг беженцам. И для того, чтобы по завершению этого проекта, что осталось в нашем учебном заведении, то есть это полностью оснащенный кабинет, также методические пособия, также эти оснащенный класс, оснащенный мебелью, оснащенный всем, то есть вплоть до даже полочек для обуви. Настолько все было. Это тоже внебюджетные средства, то есть полностью. Можно вот такой так получается, вопрос? Что вас наказывают за то, что вы так активно работаете в проектной деятельности. Да. Я правильно понимаю сейчас всю эту историю? С европейскими грантами. Представителями, да. Или вы не придерживаетесь той линии, которую сейчас выдерживает управление образованием? Кроме этого, давайте я скажу еще, мы вошли в одно из учебных, сколько их там было, 200, по-моему, учебных заведений. Мы являемся одним из учебных заведений, которые через проект, через Министерство образования мы получили тоже интерактивные панно в различные кабинеты учебного заведения. И таких проектов, проект совместно с Федерацией футбола и посольством Швеции, проект по Open Fun School Kids, где в рамках данного проекта наше учебное заведение совместно в партнерстве с футбольным клубом Таурум мы получили все необходимые эти спортивные инвентарь, экипировки для наших деток, которые занимаются активно спортом и футболом. В рамках этого проекта вчера наше учебное заведение посетил посол Швеции посмотреть, как у нас детки занимаются. То есть, наверное, вам не нужно было принимать посла Швеции. Наверное, вам не нужно писать грант. Наверное, нам не нужно было принимать в прошлом году посла Румынии, который подарил нам автобус. Наверное, нам не нужно было принимать министра образования, который был у нас на открытии этого кабинета класса Вейторулу. Наверное, то, что мы делаем свою работу, и мы не вовлекаемся ни в одну политику. То есть, как я не агитирую ни за партию центральной власти или еще кого-то, так я не иду наверное, кому-то... Вы знаете, 1 сентября на линейках точно так же, не только у вас, но я сейчас хочу сказать о вашем лицее, потому что я это видела.
1 сентября и на последние звонки есть такое, очень нравится, эти мероприятия нравятся политикам, они приходят и они показывают публике, что это они там, Башкан, спикер, первый заместитель, там, второй заместитель, начальники какие-то. Вот и у вас на 1 сентября был представитель команды Шора и дарил какой-то сертификат. Я, как сейчас помню, что меня лично как гражданина, не только у вас, я повторюсь еще раз, что это в системе образования обычное, наверное, явление, что приходят и, собственно говоря, промовируют ту партию, которую они представляют. Для этого они туда и приходят. А вот вы почему их принимаете или можете ли вы их не принимать? И как эта система? Вас обязывают, что у вас на линейках будут эти люди? Или как это происходит вообще в образовательной системе? Ну, вам их отправляют, вы их приглашаете. Что это такое? Если вы говорите, что вы никак не связаны с никакими партийными как этот человек был представлен, он подошел ко мне. Речь веду о Василии Новакове, да. по-моему. Он спросил, даже не ко мне, он подошел к заместителю по воспитательной работе, как бы, и спросил, может ли он там сказать, можем ли мы ему предоставить слово и так далее. Потом она его перенаправила ко мне. Я спросила, как вас представить? Он сказал, что работники исполкома, советник там, я же не знаю, я же не могу следить за теми изменениями, которые происходят в штатных расписаниях исполкома Гагаузии, либо запросить у них информацию, кем вы являетесь на сегодняшний день и где вы работаете. То есть, ну вот такая... А по тому, кто присутствует у нас на линейках, если это представители там народного собрания, если это, ну, обычно нам какую-то разнарядку отправляли, допустим, что вот будет представительство того-то, того-то, это если касаемо Главного управления образования. Ой. Вы знаете, у меня есть такой вот маленький вопрос, который касается, опять же, того проекта контрибуцию, на которую вам не выдали. О какой сумме идет речь? 246 тысяч, да, была названа сумма. В вашем учебном заведении обучается 900 учеников. Это 1800 плюс 1800 родителей, это родительское сообщество. Плюс вы сказали о том, что почти 100 человек – это персонал вашего учебного заведения. То есть как вот это вот все сообщество реагирует на то, что Народное собрание Гагаузии, Главное управление образования и исполнительный комитет представителей обделяет ваше учебное заведение. Причем обделяет ваше учебное заведение человек, который стал спикером благодаря 200 голосам. Или сегодня исполняет обязанности Илья Узун, человек, который, наверное, тоже не больше голосов набрал для того, чтобы занимать такую вот должность сегодня, исполнять обязанности Башкана Гагаузии. А здесь целое сообщество родителей, учеников, больше педагогический коллектив. 3000, получается, если собрать детей, родителей, ваш педагогический коллектив. То есть какое-то сопротивление существующей ситуации есть, было. Вы же могли написать письмо, которое могут подписать вот эти все 3000 человек. Сделали. Вот мы собрали письмо, мы составили письмо, которое мы направили. Мы поняли уже, что обращаться с письмами сюда как бы, ну, смысла нет. Вы имеете в виду куда? В управление образования, в управление строительства. А у вас был разговор лично с начальником управления образования об этом? Чтобы получить ее поддержку в продвижении этого вопроса. Да, Наталья Николаевна мне сказала, напишите на заявку, будет рассматриваться будет рассматриваться, есть же комиссия по распределению этих средств, и будет рассматриваться на этой комиссии. Как бы то мы и сделали. А в отношении родителей, что мы составили письмо при поддержке родителей, при поддержке Александра Григорьевича, мы направили письмо в офис народного адвоката, который находится на территории Камрата, госпожи Мироновой, чтобы они рассмотрели этот случай, чтобы каким-то образом помогли нам, посодействовали в разрешении данного вопроса. Вообще, мне кажется, неприемлемым совершенно. То есть от вас мы слышим, а мы тут просили честного разговора, да? От вас мы слышим, насколько вовлечен лицей, руководство лицея, администрация в написание проекта, привлечение внебюджетных средств грантовых. Вы перечислили несколько проектов, думаем, что только, это не все, да? Несколько проектов, которые действительно важны, и они меняют инфраструктуру лицея, они меняют содержание, наполнение, модернизируют лицей. И как на фоне этого
что сегодня востребовано родителям именно модернизация. Ну и родители молчат, и, в общем, сообщество молчит. И это на руку политикам, которые принимают такие решения. То есть они в этот момент они становятся вершителями. Мы решим, давать деньги, либо не давать. Во-первых, деньги налогоплательщиков. Во-вторых, механизмы определены законом. В-третьих, надо нам всем понимать, что защищать надо не только избирать власти, но еще надо от них защищаться. Иначе ничего не Очень получится. интересный момент. Получается, что начальник Главного управления образования была представлена как член исполнительного комитета Гагаузии Илоном Шором, и мы все эту историю помним. И мы помним, что тогда говорилось о том, что здесь у нас наступит край мечты, и что мы станем жить намного лучше, чем жили до того, как к власти пришли люди, которых здесь представлял Илон Шор. Но что мы видим сегодня? До 2025 года в бюджете Гагаузии, кроме тех денег в центральном компоненте, которые направлялись из Кишинева, к ним из собственных бюджетов тоже дополнялись финансовые средства, которые, наверное, помогли бы тогда и вашему учебному заведению получить вот эту сумму денег, и многим другим учебным заведениям реализовывать. Да, до того, как к власти пришла ГУЦУЛ, и в первый год, в 2024 году, еще в этот фонд дополнялись финансы из собственных средств Гагаузии. Но с 2025 года мы здесь с вами говорили с Александром Григорьевичем, он сказал о том, что из собственных средств Гагаузии денег в этот фонд добавлено не будет, потому что меньше стало денег в этом фонде. На 2026 год опять собственных средств еще меньше, чем в прошлом году, и опять дополнительных средств центральный компонент из средств Гагаузии не поступило. То есть вместо того края мечты, который нам обещали всем с вами, мы видим, как вот тот самый якорь надежд, да, или как перемен. И наступает якорь перемен. То есть деньги... говорил, крах мечты, что там он говорил. Но нам обещали, что мы будем процветать, но даже школьные заведения уже чувствуют, что денег стало не больше, денег стало меньше. И вот это один из примеров вашего учебного заведения. Лена Федоровна, ваш пример очень удачно укладывается в сегодняшнюю дискуссию в том смысле, что власти, которые обещали удвоить, сделать лучше, создать этот край мечты, они не могут сегодня даже фонд, который был создан для школ, для поддержки школ, они не могут из собственных доходов гагаузского бюджета ни одной копейки туда положить, но даже то, что дает Кишинев, они тоже распределяют непрозрачно, непропорционально и в нарушении закона. И еще один маленький момент, который мне, простите, пожалуйста. Если люди об этом будут знать, рядовые учителя, то они будут понимать, что когда вам обещают и говорят, а по факту ничего не делают. Вот получается, что сегодня край мечты, уж простите за такой не комплимента ради, но у меня создалась такая ассоциация, просто ассоциативный ряд. Человека всегда работает, когда слышишь какую-то информацию. Одни обещали создать край мечты, и из этого гагаузского бюджета 11 миллионов расходуют на ГРТ, которые служат их рупором, не додают школам то, что должны были и давали раньше в этот бюджет. А край мечты создают вот такие директора, как вы, которые пишут проекты, которые привлекают внебюджетные средства, оснащают классы, делают модернизованнее свои учреждения, создают другие условия для педагогов и для учителей. То есть людям надо просто это знать. Наверное, мне кажется, что... Да, это очень правильно, Оксана Федоровна, то, что вы говорите. Надо знать еще и то, что Народное собрание Гагаузии, которое решает, поднимает руки за то, чтобы получило то иное учебное заведение те же финансовые средства, нашло в бюджете на 2026 год. Если вы смотрели последнее заседание, они нашли 1,8 миллионов леев, то есть это около 2 миллионов леев. Я прошу, чтобы родители вашего учебного заведения обратили внимание на эту сумму, что 1,8 миллионов леев депутаты Народного собрания Гагаузии нашли для того, чтобы те 15 человек, которые в Народном собрании Гагаузии работали на постоянной основе, получили по 6 заработных плат после завершения их мандата. То есть для вашей школы 246 тысяч нет, но 2 миллиона бюджета на следующий год найдены. И ничего, если бы это были депутаты, которые приняли законы, которые бы помогли нашей автономии стать сильнее, крепче и помогли бы стать нам краем мечты. А что же мы видим в результате работы этого созыва Народного собрания Гагаузии? Мы видим, что вначале они приняли закон, который сами же не исполнили в конце.
не выбрали и не провели выборы тогда, когда должны были провести. Они прекратили работу рабочей группы, то есть усилили конфронтацию с центром. Они преподнесли наш регион на блюдечке с голубой каемочкой Шору. Они, даже вот этот фонд, который действовал и работал по-другому, сейчас работает с меньшими суммами и с меньшими финансами, меньшую помощь получают школы. То есть это очень важные вещи, на которые мы, жители автономии, педагоги, работники всех других сфер жизнедеятельности должны обращать внимание и должны уметь, наверное, спрашивать. Полина, скажите, как вы думаете, почему педагогическое сообщество такое молчаливое? И я хочу сказать вот о чем. Вот эта позорная история, простите, конечно, что вы, возможно, не хотели бы, чтобы мы об этом говорили в этой студии, но, принося извинения, все-таки хочу об этом поговорить, потому что, мне кажется, когда-то об этой позорной истории, которая имела место быть в Гагаузии, о получении денег от Шора, педагогическими кадрами, медперсоналом, другими бюджетниками. Скажите, пожалуйста, как это было возможно? Вот у вас есть какой-то честный свой ответ, и как вы поступили как директор школы, которая точно так же, как другие директора, получила какую-то, как вы тут сказали слово, разнарядку, наверное, сказать своим педагогам, что вот такая помощь будет адресована всем бюджетникам. Расскажите об этом позоре, считаете ли вы это позором? Я скажу, наверное, так. Большая часть бюджетников, наверное, те, которые свято верят в то, что говорит власть, наверное, просто поверили, что это все будет законно, как было сказано, что заявлено есть, было, да. Как заявил председатель Народного собрания, заявили исполнительный комитет, что это все официально, что это все законно. А госпожа Кристева об этом заявляла учительскому коллективу? По данному вопросу, честно скажу, нас не собирали, она нам не говорила, собирайте подписи. Лично такого не было, по крайней мере, я этого не слышала. Но очень многие педагоги просто поверили действительно, что это все на законных основаниях, что за это ничего не будет. Естественно, я как руководитель, я отнеслась с очень большой опаской к этому всему. Более того, я собрала... потому что не бывает бесплатный сыр только в мышеловке. Это раз. Во-вторых, как может чужое государство просто так предоставлять, на каких основаниях они будут просто так давать деньги, за что, выплачивать, для чего? Если не государство, Шор. Представлено было, что да, таким образом. Поэтому я собрала коллектив, я сказала свою позицию, что, уважаемые коллеги, будьте предельно внимательны. Вы даете все свои данные, вы даете данные по картам, данные паспортов и так далее, вы даете в чужую страну. Вы не знаете, что может произойти и куда могут быть направлены ваши документы. Не сильно так думайте о том, что все будет прекрасно и так далее. Придет момент, когда нужно будет за все какие-то нести какую-то ответственность. Это был у вас разговор с коллективом? Да. И более того, я скажу, что некоторые коллеги обиделись на меня, что я приняла такую позицию, что я не собирала их документы, что я не перенаправляла куда-то. Я сказала следующие слова, и коллеги подтвердят о том, что я не хочу потом быть виновной в том, что на кого-то были открыты кредиты, либо еще что-то. Вы этого опасались? Да, я этого опасалась, потому что мы сегодня знаем, в каком мире мы живем. Поэтому я не хотела быть к этому причастна. Я сказала, лично ни мои заместители не являются получателями данных А каков процент тех получателей? Я не знаю на все 100% сколько педагогов, потому что мне никто не говорит в открытую, я не имею права. Как они тогда это оформляли, если вы отказались собирать какие-то данные и передавать туда, куда надо было? Они подходили, некоторые, допустим, подходили за тем, чтобы я давала просто справку как работодатель. Такую справку, как работодатель, они просят, допустим, если они идут в соцфонд, еще куда-то, я не имею права спрашивать, для чего вам эта справка. Но большего
кто получал или кто не получал. Когда сейчас начали уже привлекать тех к ответственности, к ответственности родственников, очень большие возмущения, как люди возмущены, почему так происходило, и штрафами, и вообще самой вот этой обстановкой нагнетающей, не знаю что. И тогда многие из педагогов говорили: Полина Сергеевна, спасибо вам, которые не получали, спасибо вам, что вы вот так нас... И говорит, мы задумались, мы пришли домой, мы подумали, а действительно, куда мы даем свои документы, а для чего мы эти документы даем, а что нас спасут эти 2000 или сколько они там получали. Есть коллеги, которые не подписаны. Но, к счастью, мы с Еленой Федоровной знаем еще несколько директоров, которые поступили точно так же. Их не так много, но мы, во всяком случае, мы не так много директоров знаем, но мы знаем людей, которые так себя повели. И вот у меня вопрос, почему я называю это позором, и вы абсолютно справедливо заметили, и мы не раз в этой студии говорим о том, что людям внушили, что это законно. Да. И тогда представители бюджетной сферы подумали, что на законных основаниях их работа будет поддержана, дополнительно поощрена. Но вы правильно подметили, мы живем в мире, когда надо критически относиться к тому, кто вам что предлагает. Получая информацию о ваших данных, могут использовать ваши данные, вы абсолютно правильно сказали. Классно, да. Сейчас, как вы думаете, уже мы наблюдаем в Гагаузии вот такую пост-ситуацию, когда люди со штрафами, многие учителя, я точно знаю, что они оплатили штрафы, их очень много таких учителей, очень много людей бюджетной сферы, которые оплатили, много тех, которые судятся и считают, что это незаконно. Но так или иначе это произошло с нашим обществом. Это надо каким-то образом, как мне кажется, капсулировать. Но для того, чтобы оно было как-то капсулировано, надо, чтобы об этом проговорили, не стыдясь. Потому что мы совершаем ошибки. Мы люди, да, просто люди в этой жизни. Каждый из нас совершает ошибки. И у каждого есть право эти ошибки исправить. Но между совершением ошибки и исправлением идет вот этот момент признания этой ошибки. Вот как вы думаете, в учительской отрасли есть вот это понимание того, что необходимо признать, что это была ошибка? Ну, я думаю, что да. Если даже были те, которые попались и спрашивали, зачем мне это надо было, а зачем. И я думаю, что, может быть, это нужно было для того, чтобы, как для опыта, да, чтобы, каждая ошибка – это определенный опыт, в каком бы направлении это бы ни было. Я очень надеюсь, что люди сделают выводы и больше... А у меня возник вопрос, были ли обращения к тем, кто советовал, кто говорил о том, что да, вы можете получать? Было ли желание у педагогов или у других людей, которых вы знаете, кто получил эти штрафы? Было ли такое? Возникло ли желание обратиться к тем, допустим, к тому же председателю Народного собрания Гагаузии, который говорил о том, что мы подписали такое соглашение, вы можете получать такие деньги? Если бы такое было, мы бы слышали бы в обществе, что, да, скажем, учительская среда возмутилась и написала огромное письмо с, 5000 подписей в адрес Константинова, что вы такого-то числа заявили на брифинге, что это законно, мы вам поверили, как спикер Народного собрания, приняли такое решение, теперь нас оштрафовали, теперь за это, если бы это было, мы это слышали бы. Почему общество молчит? Я скажу так, общалась не буду называть имена, да, с работниками Народного собрания, которые вот именно так получилось, что когда стали вскрываться определенные подробности и так далее в данном направлении, стали поступать звонки и в Народное собрание, и в исполком от возмущенных людей, которые спрашивали, что нам дальше делать, какие адвокаты. И мне как сказали, не берите, как им давали какие рекомендации, советы. Что делаете, советы в данном направлении, трубки не берите. Мы примем решение, мы сделаем какое-то совещание, потом мы выйдем на брифинг. Все. Работникам было дано такое указание, что никак не связываться с людьми, и потому что им нечего было сказать. Хорошая рекомендация. Не отвечайте на звонки. Да. Люди не знают, кто им в какой момент звонит. Что значит не отвечайте на звонки? Это первое. Но потому что это делает ответственная в кавычках власть. Да. Вот как они ответственно заявляли, что берите, это законно,
Теперь они ответственно говорят: не отвечайте на их звонки, мы как-нибудь там проведем какой-то брифинг, объясним вам, что надо делать. Одним словом, это называется безответственнейшая власть, которая к этому позору подвела уважаемых учителей, уважаемых медицинских работников и других людей из сфер публичных органов, скажем, да. Но знаете, что меня больше всего не то что удивляет, поражает, уже ничего не удивляет и не поражает на самом деле, потому что когда власть себя так ведет, она ведет себя только потому, что власти позволяют себя так вести. Вот вам не дали эти 246 тысяч, позволите, значит, так будет власть себя дать. А не позволить должны вот эти люди, о которых говорила Лена Федоровна. За вашей спиной стоят как минимум 3000 человек, которые вовлечены в систему лицейского образования. Это родители этих детей, сами работники и т.д. и т.п. Почему мы не любим протестовать по факту? И почему мы не любим и не можем критиковать открыто? Мы, общество учителей, я сейчас задаю вам вопрос. Потому что это же самая образованная, самая интеллигентная, самая подготовленная часть нашего общества, разве нет? Я согласна, но потому что, возможно, начнем с того, что я почему? Я надеялась все-таки, потому что я не сидела просто и не ждала, что вот они мне дадут. Я общалась с депутатами, я общалась и с управлением образования. То есть и мне все говорили в глаза, что все нормально, вот сейчас будет заседание комиссии, вы войдете. И как только проходит заседание комиссии, я вижу постановление уже, что нашего учебного заведения в распределении средств нет. Там по нулям. И я понимаю, более того, на предпоследнем заседании, может быть, одно из последних заседаний, я пошла туда, на заседание Народного собрания. Я была в зале. Я предварительно говорила с несколькими депутатами на данную тему. И когда стали обсуждать вопрос компонента, когда стали обсуждать денежные средства, быстренько проголосовали, потому что видели, что я там. Я руку тянула, мне слово не дали. Более того, когда они быстро завершили заседание... Вы просили слова, вам не дали. Ну, я руку поднимала, но я же как не пойду, не буду драться с... Нет, конечно, упаси Господи, там есть кому драться. Более того, завершилось заседание, и я постаралась подойти к президиуму, где был господин Константинов и его заместители, окликнула, повернулись, посмотрели на меня и выбежали. Поняли проблему, да, и ушли. И выбежали в Вам вообще давали понять, что как-то какими-то методами, сигналами и так далее, что вы могли бы получить это финансирование, если бы у вас была другая позиция? Намекали ли вам на это? Я думаю, они понимали, что не стоит даже намекать об этом, потому что с самого начала я говорила о том, что я не буду никогда активно вести определенные движения, если я понимаю, что здесь партия, какая партия, кого за кого агитировать, о чем, не буду я этого делать. Я буду работать, я всегда говорю, что я работаю ради продвижения своего лицея. Я не буду думать вот моему лицею и в рамках закона. Ну, конечно, только так. Вы знаете, я слышала, Лена Федоровна, один момент, очень важно, мне кажется, его подметить. Много раз в этой студии у нас бывали примары, бывали представители общественности и бывали представители Кишиневской власти центральной. И говорят, мы вот работаем с Гагаузией, мы работаем с примарами. Примары, в свою очередь, приходили и говорят, нас ненавидят в Народном собрании, и в этом считают нас предателями, потому что, дескать, мы работаем с Кишиневым. Но мы же привлекаем деньги в наши села, мы же привлекаем грантовые средства, которые дают возможность в отсутствии бюджетных средств развивать и решать те вопросы, которые очень ждут люди в селах. У вас, получается, точно такая же сейчас ситуация. То есть у вас есть контакты, насколько я понимаю, со всеми донорами, которые в Республике Молдова на законных основаниях работают и поддерживают такие образовательные программы, в которых вы участвуете и выигрываете эти гранты. У вас, насколько я поняла, так это или нет, нормальные отношения с Министерством образования Республики Молдова и с теми фондами и проектами, которые курирует министерство. Поэтому вы невыгодные и неудобные местные власти. И что вы будете делать дальше?
продолжать работать, как и работала. В том же Вам не дают направлении. 246 тысяч, и что срывается Ничего. из-за этих 240 тысяч? Вот поэтому вам их и не дали, потому что у вас ничего не срывается. Чего вам их давать? Найдем в другом направлении, где можно изыскать эти 246 Сейчас вы тысяч. Вопрос облегчили не жизнь в этом. тем, кто нас слушает и является Вопрос в представителем другом. НСГ. Вопрос в самом отношении. Если мне по закону это положено, почему я не могу это получить? И где, какие есть такие статьи, покажите мне, что вот У меня есть ваше ответ на ваш учебное вопрос. заведение... Я не депутат, но у меня есть ответ на ваш вопрос. Вы спросили, почему я не могу на законных основаниях получить то, что мне положено по закону? Отвечаю. Как бы ответил любой депутат, который не голосовал за это. А потому что мы не работаем по закону. К сожалению. К сожалению. Возможно. Пока не поменяется эта Друзья. реальность, ожидать, что подобного рода вопросы будут решаться положительно, к сожалению, сложно. Но завершить этот выпуск хочется, получив ответ еще на такой вопрос от вас, Полина. А что вас вдохновляет, держит в образовательной сфере, и вы 20 с лишним лет уже работаете в педагогической сфере и больше 10 лет в менеджерской? Ну, наверное, сам процесс, образовательный процесс, само то, что каждый день он не похож один на другой, каждый день что-то новое, сами дети, сами родители, педагоги, у меня замечательный коллектив, я везде говорю, со всех площадок, наверное, это та поддержка, которая дает мне силы для того, чтобы выстоять и выдержать вот те или иные какие-то недопонимания, да, которые у нас есть извне. Поэтому и я благодарна им за каждую поддержку. Может быть, не всегда им нравится то, что, допустим, я опять, ой, куда мы опять идем, ой, а что мы опять будем делать? Но если я предоставляю аргументы, что вот это будет хорошо для нас, для нашего лицея, для детей, они быстренько вовлекаются, мы быстро все это реализуем, и это замечательно. У нас очень много есть молодых педагогов, которые вновь прибывшие. За последние несколько лет у нас значительно омолодился коллектив. И вот то сочетание, когда у нас есть педагоги, которые опытные, и они могут поделиться своим опытом с молодыми коллегами, и вот это дружное взаимоотношение в коллективе, на самом деле я сейчас не преувеличиваю. Мы выезжаем, у нас есть тимбилдинги, то есть вот это все происходит, и, наверное, поэтому есть определенный такой хороший показатель, потому что это все происходит сообща. Да, есть, как в каждом коллективе, как в каждой семье, есть, наверное, какие-то недовольства, есть, это есть, будет, и их не будет только там, где нету работы. Совершенно верно. Спасибо вам большое за эту дискуссию. Друзья, мы, Елена Карамид и Екатерина Жекова, вам тоже говорим спасибо за то, что, друзья, вы были с нами. И я бы главный вывод этой дискуссии сделала бы такой для всех тех людей, кто живет в Гагаузии и смотрит нас из Гагаузии. Смотрите, депутаты Народного собрания Гагаузии не нашли 246 тысяч леев для того, чтобы выделить положенные по закону контрибуцию для лицея имени Николая Третьякова и поддержать тот проект, очень важный для лицея. Но для себя они нашли 1 800 000 леев для того, чтобы, когда закончится срок действия их мандата, получить на 6 месяцев вперед заработную плату. Делаем выводы, остаемся с единомышленниками и помним, чем больше нас, единомышленников в стране, тем крепче наша Молдова и сильнее Гагаузия. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.